Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Bu ne kadar güzellik, bakan gözlerin kamaşır. Gel benim Recep'im, Recep'im, gelmesin öleceğim. Kara yüzüm salakıma, salakıma, yar sen aldın aklıma. Это городской парк наш, почти самый как бы узнаваемый, можно сказать. Сейчас, конечно, он уже отремонтирован, но был популярен и до ремонта тоже. У нас, кстати, вон там вот проходят концерты, очень много крымско-татарских тоже. Там есть мини-сцена, честно, там помещаются только вокалисты, а танцоры танцуют уже внизу под ней. Там куча скамеек, вот тоже достаточно красиво. Эта сцена мне напоминает скорлупу фундука. А ты вообще говорила, что ты очень любишь Белогорск, вообще любишь это место. За что? На самом деле, знаете, это от любви до ненависти было. Мы когда сюда переехали, у нас просто семья разрасталась, мы уже не помещались в нашем доме в Айсерезе, и как бы приехали сюда, в дом моего дедушки, отца моего отца. Вот. Он очень любил Харачоль, мы жили в Харачоле, в Чернополе. Вот. И он, как бы, я так поняла, хотел дожить до конца своих дней тут. Вот. И когда мы переехали, у меня было отторжение города, очень сильное, я очень плакала, мне всегда хотелось вернуться в Айсерез, в свою деревушку, к своим друзьям. Хотя, чтобы ни было, меня в школе сразу приняли. Не было никакого там новенького, там никаких проблем вообще не было. Хотя там у нас женский коллектив был, да, все девчонки. До сих пор мы с ними дружим, это самые близкие мои подруги. Все было хорошо, все меня приняли и здесь, и в музыкальной школе, но вот это гложило чувство внутри, что я покинула свои родные края, и все, и я помню, что я тогда приехала к своей хартанашке, да, Анашка, хабсхорская, которая, и я ей сказала хартанам, говорю, я такую боль чувствую, что я переехала из Айсереза, говорю, я, говорю, тогда вообще не понимаю, как вы пережили депортацию, потому что вас вообще выгнали, и непонятно, ты когда-нибудь в жизни вернешься или нет, в отличие от меня, которая могла сесть на автобус и поехать в Айсерез обратно, да? Вот. И для меня это было очень болезненно. Я не принимала Белогорск вообще никаким образом. Я видела только минусы абсолютно везде. Честно, сейчас я не вспомню этих минусов, потому что я обожаю свой город. Вот. Мне казалось, вот я все-таки училась в музыкальной школе, в ансамбль ходила, и Судак мне нравился, и то есть вот этот ялыбойский вайб. Вот. А потом, когда сюда уже прикипела, так сказать, да, это со временем произошло. Я поняла, что здесь мне, во-первых, нравится ритм жизни здесь. Я совершенно не быстрый человек. Мне нужно что-то, если я что-то буду делать, я не могу участвовать в гонках. Мне нужно воспринимать сначала, вот, понять правила игры, что-то делать. И в данном случае, вот, например, Симферополь, почему я не хочу ехать и там жить? Он слишком быстрый. Ты в какой-то момент в этом темпе теряешь себя. А здесь очень размеренно, люди живут себе спокойно, делают свои дела, и ты тоже можешь готовить свои проекты, и потом как-то раз и выдать что-то. Вот. Далее, люди здесь очень спокойные, я не знаю, потом, впоследствии, когда я уже приезжала сюда, я там работала еще достаточно много, другие люди. Не скажу, что очень плохие, но другие. В Белогорске совершенно какое-то все родное, я не знаю, абсолютно все родное. И, например, музыкальная школа, в которой я сейчас работаю, это вообще была моя мечта, вернуться туда работать. Настолько я любила эту школу и до сих пор люблю. Вот, то есть вот эта атмосфера, когда тебя принимают, любой абсолютно, тебе всегда помогут, это дорого стоит. Я работаю преподавателем по скрипке в музыкальной школе в Белогорске и еще преподаю крымско-татарский дома онлайн. Ага. Ты деньги любишь, да, получается? Но знаете, это больше не про деньги, а про идею. Как так получилось, что ты знаешь язык и вообще можешь его преподавать? Ты же не училась, я так понимаю, на... Да, еще нет. Ты на филолога не училась? Еще нет. А ты хочешь? Да, хочу на магистратуру. Ну-ка расскажи, что там. Как я знаю язык? Я с детства на нем разговариваю с родителями, это мой первый язык, поэтому мне на крымско-татарском намного легче разговаривать, чем на русском. Так получилось, что вообще русский я, наверное, выучила уже в школе, потому что в садике я тоже криво-косо что-то говорила. Старалась, конечно, не то, что у меня проблемы с языками, но все-таки, когда я приходила домой,
у нас было четкое правило на крымско-татарском. Если я что-то рассказывала, даже после школы уже русский быстро так выучила, и украинский. С английским, конечно, долго были проблемы, но как бы ни было, приходила домой, рассказывала что-то родителям, я могла целую кучу историй рассказать, и они просто делали вид, что они ничего не поняли. И я заново начинала все на крымско-татарском, вот, то есть был полный игнор, если я говорю на другом языке. А кто это? Ну, кто был инициатором этого? И анам, и бабам. Оба, и дома они разговаривали только на крымско-татарском. И как и все мои родственники, что с Анашкиной стороны, что с бабашкой. А, то есть у тебя, получается, окружение было, Да, правильно? да. Но я хочу сказать, что я же и родилась в Айсерезе, жила там, училась в морском Тахапсхор. Это как раз родные села моих родителей, да. И там вот ялыбойские крымские татары, я хочу вам сказать, у них в большей степени сохранился язык. А особенно Хутлах, там у меня 2 тезешки живут, это вообще, там и молодежь всегда говорила на крымско-татарском. И сейчас так? Да. Это очень круто. То есть ты приезжаешь туда, когда человек разговаривает на крымско-татарском, кем бы он ни был, ты его уже чувствуешь родственником. Вот у меня такое чувство. Вот буквально недавно мы с мужем ездили к его знакомым, он-то их знает, а я нет. Ну, мы сидели, разговаривали на общие темы, и в какой-то момент его знакомый начал говорить на крымско-татарском. И я перехожу, и все. И буду-буду-буду, мы проговорили, я не помню, по-моему, часа 2. И я с таким теплым чувством ехала домой, как будто я встретила своего пропавшего родственника. Настолько было классно. Муж в шоке был, да? Но он тоже старается. Хорошо, значит, получается, у тебя язык был база с детства. Да. То есть это твой язык разговора. Да, далее я училась пока в школе, что в морской школе, что в Белогорске. У меня был национальный класс. То есть часов крымско-татарского у меня было всегда очень много. Что языка, что литературы. Потом, кроме этого, я участвовала в ансамбле «Сувдане» в Судаке и пела крымско-татарские народные песни. То есть там нас тоже крутила Эльвира Оджан, наша Саголсун. Она очень нас с крымско-татарской стороны просвещала очень сильно. То есть кроме песен мы делали представления на разные праздники. Дервиза, там, Хадырлес, Наврез. Все вот эти старинные праздники крымско-татарские мы знали на зубок, что там происходит, что мы будем делать, говорить. Кроме этого всего, когда я сюда переехала, мы ходили с девочками, моими одноклассницами, в театральную студию «Эвлят» при Доме пионеров здесь, в Белогорске. Эльмира Оджа была. Тоже крымско-татарские ставили пьесы, Амди Гирайбая даже ставили с Кихаром Татар Мектеба. Вот. То есть с языком я была абсолютно всегда связана. Я и учиться любила, честно говоря. Поэтому я всегда все прошерстю. И потом с крымско-татарским языком, почему я пришла к преподаванию, я сама его изначально сразу взяла все книги, 2 года назад, и все прошла абсолютно. То есть не сказать, что я говорю людям что-то от себя. Нет. Абсолютно все темы, которые мы проходим из учебников. Не надо ждать от человека, что он сейчас все поймет. Или сказать по наитию, вот как тебе кажется. Нет, объясни полностью каждую букву, что она означает, почему она там стоит. А наш язык, я хочу сказать, он очень логичный. Вот если изучать его со стороны иностранного, просто приложив усилия, его очень быстро можно освоить. Многие говорят, что у нас нет методики изучения, поэтому у нас плохо. Да. Слушай, многие учились в школе, все учились в школе, у всех был татарский язык, и я не вижу, чтобы все разговаривали на этом языке. То есть проблема фундаментальная в чем? А я хочу сказать, что в учебниках тоже проблема большая. У меня еще младшая сестра есть, у меня их 2. Одна ей на год младше меня, а вторая совсем еще малютка, 12 лет, и она учится в школе. Она тоже из-за того, что семейный наш очаг, да, что мы все говорим на крымско-татарском, владеет, причем блистательно, лучше даже нас, потому что она еще и выросла на мультфильмах крымско-татарских. И у нее сразу была эдебитель, да, литературная речь, в отличие от нас, которым мы всегда говорили на диалектах. Вот. И я как-то и сказала: Эдея, давай посмотрим, что у тебя там в учебнике. Хочу с тобой пройти, когда я буду детям преподавать, что будем делать. Я открыла этот учебник, я ужаснулась, потому что и темы совершенно неинтересные детям. Не только современным, даже мне бы казалось, в своем детстве было бы неинтересно. Ладно, опустим темы. Эти темы по правилам грамматические, да, тоже непонятно объясняются. Еще которые примеры там поданы из учебников, тоже совершенно неинтересные. То есть там, опять-таки, скукотища целая. Я бы не сказала, что это только в крымско-татарском проблема. Вообще в школе на языках, какой бы это ни был, да, русский, украинский, ладно, английский, это вот там классно. Вы видели эти учебники? Они же классные. Ну, слушай, весь мир изучает английский язык.
Да, но вот знаете, опять-таки, это из-за конкуренции. Английский нужен всем, все хотят его преподавать, поэтому каждый старается изо всех сил, чтобы сделать круто. Да? Начнем же с этих же репетиторов, которые добавляют кучу развлекательного материала, чтобы заинтересовать человека. А в крымско-татарском нет. Ну, не только в нем, да. И если посмотреть на учебник крымско-татарского, такой скучненький, непонятно, что там происходит, постоянно какая-то драма в литературных произведениях, и посмотреть на английские учебники, когда там все цветное, краски, все в диалогах, там даже иногда сленг изучают, и это очень круто, то есть какую-то такую живость языка добавляет, да. Сделать бы нам тоже такие учебники. Ладно, методика, да, она долго разрабатывается, но можно начать хотя бы. Никто не говорит сделать сразу идеально. Я всегда говорю, сделанное лучше совершенного. То есть начать, потом ты доработаешь, посмотреть на вот эти наши любые учебники, там всегда пишется издание там, 2, издание 3. Пока ты до 10 дойдешь, ты уже сделаешь идеальное. Ну хотя бы 1 начни, да? Сделай что-то красочное, увлеки ребенка. Язык, если на нем не разговаривать, он остается древним. Да, даже посмотреть, опять-таки, в том учебнике моей сестры, когда я в прошлом году посмотрела, она была в 5 классе, были изречения Исмаила Гаспринского. И я бы сказала, просто там было, например, не скажу полностью, но там что-то было со словом cool, раб. Ребенок откуда это будет знать? Он еще даже, по-моему, по истории учебнику не прошел это, чтобы знать на русском, да? То есть какие-то... Должна быть современщина, да, можно что-то современное добавить, потому что, опять-таки, язык должен эволюционировать. И то, что он немножечко упростится, ладно, окей, в этом ничего плохого нет. Но я вижу плохое, если он будет совершенно стоять на месте и не идти в ногу со временем. Слушай, ну у нас проблема в том, что у нас умирает язык. Не то, что он простой или сложный, на нем просто не разговаривают. Вот проблема в чем. Вот, а в этом проблеме как раз-таки упрощение поможет. Я вообще за то, чтобы все начали говорить хоть как, хоть криво-косо. Я всегда говорю своим ученикам, я никогда не буду исправлять, пока они сами не попросят. Скажи, потому что даже вот эти исправления, они бьют по самолюбию человека, да? Как бы постоянно ты думаешь, вот, блин, у меня не получается, брошу это все. Нет, вот, конечно, на уроках я исправляю, помогаю, все дела. Когда начинает человек, у меня у учеников есть такие задания, например, сторис в Инстаграм выложить там с крымско-татарским. Пока они будут писать, они могут мне написать, Диляра Рожа, напишите вот как правильно. Я напишу, как правильно. Если они не пишут, я только буду хвалить. Ты как исполнитель хочешь быть, известной, это нормально, да? Да, да. Не связано это с тем, что ты хочешь хотела свою аудиторию расширить английскими песнями? Изначально, да. У меня как раз-таки эти 3 английские песни были первые. После я перешла на крымско-татарский. Почему? Потому что на английском поют все, во-первых. Во-вторых, на крымско-татарском я намного искреннее. То есть, слушая мои песни на крымско-татарском, люди слышат настоящую Диляру, а не ту Диляру, которая поет на английском. Потому что та Диляра, которая на английском, она как будто в броне международного языка и что-то не договаривает, как-то, знаете, такое поверхностно. А на крымско-татарском все-таки глубина. Я говорю на этом языке своим сердцем, и поэтому, я думаю, и люди чувствуют это. Потому что и они слышат, как мне говорят, и я слышу совершенно другой голос. Как будто здесь немножко лукавством попахивает. Все-таки аудитория имеет значение. Аудитория это деньги, а деньги это нормально. Я думаю, что просто тем, что я буду выпускать английские песни, я себя не продвину. Потому что, опять-таки, где я живу? Я живу не в англоязычной стране. А даже когда я их выпускала, люди, которые сейчас изначально могут меня слушать, моя сейчас аудитория, они не понимают этот язык. Да, круто, что-то там, I love you и так далее, да? Все, больше никто ничего не понимает. Может, если бы я даже пела на русском, у меня была бы большая аудитория. Но я не хотела, я хочу петь на родном языке. Поэтому, если петь на английском, только если я буду жить в англоязычной стране, как-то у них свои, знаете, тоже методы продвижения. По-любому нужен был бы продюсер, я так думаю, потому что там как-то не так все просто. Либо какие-то совершенно другие мотивы, на которые нужно делать ставку. Изначально, да, была же идея такова, что мне хотелось продвинуться на мировой рынок, но делаем то, что можем, с тем, что имеем. И мне кажется, что даже сейчас петь песни на крымско-татарском в моем способе продвижения себя, это лучше, потому что меня может услышать в первую очередь мой народ.
А с этого уже, с этой первой ступеньки, да, с этого, как это называется, когда дом строят? Фундамент. Фундамент саунус. Вот. С этого фундамента уже идти дальше в мир. То есть если тебя примет и будет слушать твой народ, уже дальше будут слушать и другие народы тоже, я думаю. Ну, Битлз бы так с тобой не согласились, наверное. Но видите, они же жили в англоязычной, все их понимали. Ну, согласен. Да? Согласен. А сейчас, например, я пою крымско-татарские песни. Все, теперь у меня есть доступ к нашим радио, потому что они крутят на крымско-татарском. Меня начинают слушать уже люди не просто, которые подписаны на мои соцсети, а уже люди, которые просто включили радио. Также, например, с вами, да, с вашим проектом, у вас он тоже на крымско-татарскость направленный. И таких проектов достаточно, не сказать, что мало, да, я думаю, что пара есть. Это уже хорошо. То есть, например, какой-то зарубежный проект явно ко мне не приедет, да, там, знаете. Ну, это пока что. Ну, может, да, но вот MTV Music Awards пока что не приезжает. Поэтому мелкими шагами вперед. Моя тактика не останавливаться просто. Постоянно что-то делать и генерить. А дальше это уже как снежный ком должно как-то наработаться. Я, конечно, не перестаю писать на английском. У меня даже, открою вам секрет, в Хасмет Оса, в моем будущем альбоме, я подумываю над песней, которая будет на 2 языках, на крымско-татарском и английском. Потому что сейчас у меня появилась еще одна любимая исполнительница, Лана Лубани. Она очень классная, и она поет на арабском и на английском. Каждая ее песня на 2 языках. И это очень круто звучит, прям класс. Я хочу такое же сделать на крымско-татарском. Не факт, что со всем альбомом, но хотя бы одну песню. А вообще, что нужно сделать для того, чтобы наша музыка вышла на международный уровень? Честно, мне кажется, это должен быть какой-то хит. Явно у хитов есть свои формулы, нужно его найти. Потому что я всегда говорю, вот Баканас, например, Таркан. Он же известен на весь мир, а поет на турецком. На турецком не говорит весь мир. И это очень интересно, то есть у него такие цепляющие были, значит, мотивы. Араш в какое-то время, да, он был достаточно популярен, он пел на фарси. И все его слушали, у него даже есть фит со Снуп Догом. Поэтому не в языке дело, мне кажется, в музыке как раз-таки дело в музыке. В битах классных, в классной фразировке, хук, да, вот это, которое повторяется. Это по-любому нужно дойти до чего-то такого. Опять-таки, это наслушанность должна быть. Знаете, как у стилистов есть насмотренность, у музыкантов должна быть наслушанность. То есть хорошей, качественной музыки. И не только, знаете, вот все говорят, нужно слушать там качественную, джаз, все дела, даже если тебе это не нравится. Но почему? Например, сейчас на пике популярности поп-музыка. Почему? Нужно посмотреть на чарты, да, что слушается довольно долго, разложить музыку на молекулы, что в ней есть такого, что цепляет людей. Вот. И если посмотреть на мой альбом, который новый вышел, Кемане, там я брала биты, которые достаточно популярны за рубежом. Они заставляют танцевать, двигаться, вот эти гитарные мотивы и барабаны. Это очень круто. Это то, что я слушаю каждый день. И я сама за собой замечаю, что мне хочется каждый раз включить в наушниках. И таким образом, я думаю, значит, в этом вот, например, фишка. Например, Айшем. Мне все говорят про эту песню, например, в моем ютубе. Она самое популярное видео в моем ютубе. Вот. Кемане, кстати, многим понравилось в плане... Мне кажется, из-за того, что в конце такой у меня был как дабстеп даже, мне кажется, да, когда такой замедленный ритм. Это, кстати, была идея Османа, это очень классно. Мы с ним очень долго выбирали всякое. И он говорит, а если это? И он включил, и она так зашла. Я говорю, оставляем, Осман, оставляем. Вот. И я думаю, вот таким образом просто нужно искать, и крымско-татарская музыка. Мы не можем продвинуться на рынок, если просто, знаете, сейчас я напишу одну песню, и она бабахнет. Нет, нам нужен опыт. Каждый музыкант, каждый артист, который есть вот у нас в народе, он должен делать, делать и делать. И когда-нибудь оно выстрелит явно. Хотя бы хоть какая-то песня. У тебя, я посмотрел твой YouTube-канал. Да. И я посмотрел такую штуку, что ты музыку пишешь. Да. И ты ее размещаешь на площадках, да, которые монетизируются. Да. А вот эту тему расскажи с этой стороны. Ой, монетизируется. Нет, смотри. Я не спрашиваю, сколько денег ты заработала и когда ты купишь машину на эти деньги. Да? Я просто говорю про понимание того, что, во-первых, музыку надо делать, и, во-вторых, ее размещать на площадках, на которых ее могут купить.
Да, но... Потому что у нас же этого понимания нету. У нас музыку вроде как сделали, вроде как куда-то загрузили, и все. А я зашел, посмотрел, там у тебя там, ну, то есть я это понимаю. Вы знаете, изначально я не за денег загрузила. Знаете почему? У меня есть фатальная боязнь, что кто-то украдет мою песню. Я для чего их загружаю официально? Чтобы это была проверка на плагиат. Меня проверяют, а потом, если кто-то сделает такое же, его не пропустят. Чисто из-за этого. Потому что, знаете, изначально я думала, что моя музыка вообще никому нафиг не нужна, и как бы буду слушать только я, явно я на этом денег не заработаю. Вот. Только чтобы свои же права как бы определить. Я помню, для меня это было очень-очень сильно. Вот, например, я никогда не загружаю свои черновики в Инстаграм, там, как я пою. Черновики музыкальные? Да, музыкальные. Никогда. Потому что мне кажется, что кто-то воспользуется. Идею украдет. Да, идею украдет. Но в этом есть смысл. Для меня это очень важно. Любая вот эта мелодия, это же мое. Я же вот это все думала, оно ко мне пришло. Да, и для меня это очень важно. Поэтому никаких черновиков никто нигде не видит, только готовую песню. Вот. То есть после ее выпуска я могу что-то там скинуть, знаете, как я что-то себе напевала или там придумывала, но нет. Изначально для меня это очень важно. И когда я в 2019 году выпустила свою первую песню, она была на английском, Cold Blood называлась, я тогда, я помню, я купила в книжном магазине авторское право, книгу, я ее перелопатила, там было 100 страниц. Чтобы это... Там интеллектуальные правила. Явно. Там было очень много всего, да, и я для этого очень... как будто бы это имеет смысл, это вообще нормальная история, нормальная практика. И да, идея, кстати, она, идея реализованная, да, она очень важна, то есть, как бы ты как можешь сделать. Так, понятно. Но потом это, конечно, уже пришло, что у меня появились там деньги, но опять-таки капают проценты. То есть я загружаю через дистрибьютора. Больше половину получается. То есть роялти получаю, да. Вот. Но хочу сказать, что с течением времени, когда люди начинают больше меня узнавать, начинают больше слушать, конечно, у меня и роялти больше становится. То есть раньше, если у меня там получалось там 50 центов, то сейчас могут $4 сразу дать. Скачивание. Это со скачивания или... Именно слушание на официальных площадках. Если человек подписан. То есть у него есть подписка официальная. Смотри, как это работает. Вот у тебя... Ты сделала песню, ты разместила ее на площадке, и эта площадка продает твою песню на разные проекты. То есть если в каком-то YouTube-фильме твоя песня вставляется, ты за это получаешь деньги. Получаешь. Я посмотрел. Я не знаю, я посмотрел. Вставляют ли? Вставляют. Да? Да, потому что вот тот, где ты разместила, они же пишут партнеров. Да. И там есть YouTube, там есть то, там есть то. И, соответственно, ты в YouTube, когда делаешь... Вот, допустим, я делаю фильм про тебя, я вставляю твою песню, и мне прилетит страйк за авторские права. Да, но там будет только жалоба, потому что мою музыку можно использовать в YouTube. То есть но я не смогу ее монетизировать. Ну да. Это точно. Да. Я ему говорю, кстати, для ВК. Вот вы сказали, что песню Eminem, вот где там она грибы собирает, что это вы ее вытащили, мол, в народ. Он говорит, да. Я говорю, а хотите послушать крутое исполнение? А я этому твою песню слушал, то есть несколько дней. Я ему включаю, ему очень понравилось. Да? Он говорит, она, говорит, правильно поет. Потому что есть, говорит, там одни коллективы называл, они начинают, говорит, мычать, а там нужно прям отрубливать, там нельзя тянуть. Да. Он тебя похвалил. Блин, потому что его и слушала. Когда записать хотела. Я единственное, что, расстроился, что в этот момент я не записал его реакцию, потому что я сел за рулем, но это действительно было ценно. Он говорит, классно. Он тебя похвалил. Он первый раз, во-первых, услышал, он не знал. Первый раз услышал, и ему понравилось. Мы прям раскачали ее. И мне самому, кстати, нравится. Ты, получается, пошла на музыку, да? Во-первых, кто тебя туда повел? Я сама захотела. У тебя родители не говорили музыка. Вообще, я их уговаривала. Где-то в 5 лет. Вообще, я сразу была звездным ребенком. Мне хочется, знаете, внимания. Всегда. Сцена. Да, это мое. Я помню, бабам рассказывала, как мне было года 3, мы поехали на какой-то концерт в ДК в Хабсхоре. И я просто бежала на эту сцену, что он меня вот так вот утягивал, и я разрыдалась, потому что меня никуда не пускают. Прикольно. Вот мне хотелось, вот это вот всего, софитов, все дела, короче. И я сразу понимала, что вот это мое. А дальше, где-то в 5 лет, это я прям помню, это было в Харачоле, мы смотрели концерт какой-то по телеку, и вышла Асия Хат с этой скрипкой. Все, я понимаю, что это мое. Короче, я после этого на следующий день нашла какую-то дощечку, такую прямоугольную, и такую тростинку. И я такая, значит, ставлю ее сюда, вот здесь тростинку, и такая... И говорю, вы видите, говорю, я играю, я же рот не открываю. В общем, я была очень хитрая, да? В общем, где-то это было в 5 лет, я уже поняла, что скрипка это мое. Но мы же жили, получается, в Айсерезе. Это 16, по-моему, 16, если не 18 километров до Судака. В общем, музыкальную школу в Судаке.
И получается, тогда мало того, что это бензин, во-вторых, тогда музыкальная школа была платная, если это сейчас она бесплатная. И получается, что родители мне как бы отказывали. И я первый класс, я прорыдала весь, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я и так пела в школе постоянно, у меня учительница музыки тоже очень классная была, Ирина Викторовна. Постоянно меня таскала во все конкурсы, живые родники и так далее. Второй класс прорыдала. В итоге я их добила, я говорю, пожалуйста, пожалуйста. В общем, извела родителей, и они отвезли меня туда. Я поступила на скрипку сразу. Вот. И сестру тоже одним махом тоже на скрипку отдали. Она не хотела, говорит, она хотела на пианино. Но пианино, оно было очень востребовано, походу, тогда, и места вообще не было. И ей сказали, пойдешь на скрипку, у тебя будет общее фано, хоть так вот поиграешь, да? В общем, она не хотела, а я была такая собственница, знаете, вот, если скрипка, она только моя. И я целый год говорила, она забери меня со скрипки. Потому что это мой инструмент. И мне говорит, а она говорит, я сама, говорит, не хочу, честно. Вот. В итоге, короче, потом как-то получилось так, что мы пошли еще на хореографию, вот этот балет, на пуантах, все дела. Это какой-то ужас был, честно. Мы туда ездили 6 дней в неделю сюда, постоянно после школы. Вот. Но мне очень нравилось, конечно, но это ударяло и по кошельку, и по нашим, как бы, ну, мы никогда не были свободны. Психологическое состояние ухудшалось. Да. Но, получается, почему пошли на хореографию? Опять-таки, чтобы у Эмини было общее фано. Она, говорит, никак не могла попасть туда. И в итоге, через 2 года после хореографии, получается, я уже 3-й класс по скрипке, Эмине смогла уже пойти на фано. Как-то там освободилось место, Гариб. И вот она очень четко играла. Я помню, вот если я очень ленивая, вот ужас как ленивая, я постоянно выезжала на том, что я хорошо запоминала на уроке. Дома я никогда не занималась. Ну, занималась до 4 класса. После этого я сказала, что скрипка была ошибкой молодости. Вот. А потом Эмине, она вот просто изводила всех и вся. Ее выпускную программу по фортепиано могла вся семья спеть наизусть. Потому что она сидела за ним 5 часов в день. Я говорю, как? Просто, если бы ее трудолюбие додать мне. Я говорю, как и мне вот нехорошо-то получилось. Она в итоге, она все закончила, она говорит, это было для себя. И она пошла потом в рекламу, до сих пор вот она, вот эта реклама, связь с общественностью ее и дизайнер. Но она не играет сейчас. Играет сама для себя. Вот нет, ну, профессионально даже? Нет, дальше не пошла. Хотя она могла бы, у нее была обалденная программа, она говорит, я не хочу. Говорит, это все было для меня, для души. Она сейчас учит, там она спокойно может сыграть даже произведение Эрика Сати, ей очень нравится, там, модерн, да, так сказать, авангард. То есть ничего не забылось? Ничего не забылось, да. Она вот всегда, когда домой приезжает, где фано есть, все, она сядет по-любому. Она вот просто так не будет. Она посыграет, там все, что помнит, потом новое разучит. Вот, но она говорит, это для души. А я все-таки хотела как бы в будущее пойти. Вот. И как бы из нашей всей родни, с Анашкиной, с Бабашкиной, мы были первые, кто пошел в музыкальную школу. Это место, в котором я работаю уже 2-й год. Место моей мечты. Белогорская музыкальная школа. Я здесь училась с 2011 по 2015 год. 4 года последних в музыкальной школе. Вот, и уже отсюда поступала в музыкальное училище в Симферополе. Здесь самые лучшие преподаватели, самые классные люди, которые окружают тебя, и ученики, и сам персонал. Это очень радостно. Здравствуйте. Я думаю, снизу, потому что здесь у нас картины художников наших. У нас же школа искусств, это не только музыкальная школа. То есть у нас есть и хореографические классы, и классы художников. Вот посмотрите, это дети у нас рисуют. Если что, когда будем выходить, сверху тоже классные есть. Там прям витражи. Здесь у нас большой зал концертный. Причем, когда приезжают, он, знаете, у нас прям вверх выходят эти сиденья, и прям все говорят, это не похоже на музыкальную школу. Здравствуйте. У меня интервью. Собственно, я преподаватель. Так вот ты почему пошла в музыкальную школу. Раньше я висела здесь, знаете, отличники учебы, а теперь педагогический коллектив. Просто переклеили фото. Да, практически, на лицо вообще не изменилось. А почему ты везде говоришь, что это Тюки Анджи, а ты, оказывается, Ильясова? Ну, я же замуж вышла. Ну, надо было сохранить.
Век женщины все-таки. Муж очень хотел, чтобы я стала под его фамилией. Здрасте. Это что у нас за... Ну это же звездная школа. Вот Бахмус какая красота. И оно вот на все стены. Вот там вот как белая скала, Харасу-базар, домики. Вот вы можете потрогать даже, вот видите, лепнина. Вот После этого фильма все захотят в Белогорск переехать. Харасу-базар. я чувствую, это моя миссия. Не, ну посмотрите, какая красота. Ну? Да, реально красиво. Еще вот эта черепица, они тоже как бы сделали, вот можете потрогать даже. Ну, объем видно же. Да? Классно. Это как этот, Как-то это называется. барельеф. А вот моя ученица сидит, ждет меня. Вот. Переживает, наверное. Буюк Карасу, видите? Это Карасевка, которая? Да. Ну теперь, ну, в моей голове это Буюк Карасу. Хочу просто просмотры поднять. Хорошо. Идемте. Аликом селям. Простите, еще раз. Вот. Интервью у меня берут. Это моя ученица. Видно, что скрипка. Здесь мы ее представили в кабинете. Да, А давайте в кабинет. Класс скрипки мой. Идем, идем. У нас? О, зеркало. Да. Я думаю, этот включу пока что обогреватель, хорошо? У нас пока ну, не включили же отопление. Обычно нормально топят. Это, кстати, мне подписчица подарила. Это строчка из песни из нового альбома «Анем деньги из Либерьяр севдем, алемге дуэлда». Было очень приятно, на самом Почему деле. до сих пор не оформлено? Вот не успеваю зайти в свой блог и рассказать об этом. Но это очень Чтобы круто. другой подписчик тебе букет подарил? Может быть. На самом деле, знаете, подарки, сделанные своей рукой, это настолько важно. Человек думал о тебе, посвятил тебе время. Только если не на день рождения. Ну да, а это не день рождения было, кстати. Совершенно. На день рождения как-то немножко не так. Знаете, вот эти открытки, да? Ну да, понимаю. Так. Сразу видно, человек скрипкой занимается. Грация, размеренность, прическа. А знаете, я вообще не думала, что как-то внешность влияет, но потом я как-то сидела с одной из родительниц, она мне сказала, а в наше время не было таких красивых учителей. Я такая, ну типа, чтобы был стимул ходить на занятия. Я такая, ну да, хорошо. А я же до музыкальной школы работала в садике, в детском саду, и дети всегда реагируют на красоту. Вот если я всегда с помадой, они вот так вот на меня смотрят, то есть, ну, я яркая, да, и все, мы хотим с тобой там играть, мы хотим кружиться, все, что ты скажешь, мы сделаем. И я это поняла, мне еще тогда заведующая садиком сказала, что они очень реагируют на красоту, дети. Вот. Взрослые тоже реагируют. Ну да, наверное, но это, видите, тоже стимул. Это моя ученица первого класса Умерова Мелек. Первый класс. Первый класс, да. У нас даже есть такой, не знаю, стоит ли это показывать, но это наш способ удержать мизинец на месте. Вот. Новые методы, да? Современные проблемы требуют На современных ногах решений. нету кандалов? Сразу. Пока нет. А знаете, у нас вот здесь вот, можно покажу? Вот сейчас у нас стоит такой стикер, который показывает место, где будет стоять большой палец. Особенно, когда мы вначале занимались, у нас был даже такой клей, пластилин, который залипает вот так на месте и засыхает. И мы с ним даже занимались, то есть чтобы держался пальчик. Вот. Разные методы, которые мы применяем. Все лайфхаки не рассказывай. Ну хорошо. Так, в принципе, твой рост, да? Нормально. Давай я сейчас. Ну, мы можем с тобой начать с гаммочки, да? Разыграемся на до мажоре.
Хорошо, давай 2 легато. Хорошо. Только сейчас. Хорошо. Хорошо, молодец. Вспомнила, да? Красота! Сейчас, кстати, хочу похвалить. Сейчас ты в этюде, ну, просто была звезда в ритме, да? Никуда не убегала. А то есть, кстати, у детей такая особенность, что когда легче получается, они убегают, быстро играют, и потом просто садятся в лужу, я это называю, когда ты не знаешь, что произойдет дальше. Поэтому нужно всегда, я всегда говорю, берем тот ритм, в котором ты можешь сыграть самое сложное место. И в нем все делаем. Я как-то, когда училась в 8 классе, уже в музыкальной школе заканчивала, я не выучила сонату. Я должна была сдавать ее. Ну, я понимаю, что это была моя ошибка. Я же не выучила, знаешь, кто за меня сыграет ее. И в итоге я помню, что я ее не выучила. Я начала ее играть. Причем это уже была пересдача, потому что все уже сдали, а я ничего не выучила. Я в какой-то момент, я играю, я начинаю просто плакать, я продолжаю играть, просто. В какой-то момент я понимаю, что у меня уже нос забился, я не могу дышать, и такая, вот так вот просто. Ирина Кремович жалился надо мной, типа, не плачь. Он поставил вот так вот пульт ноты, говорит, по нотам. Мне так стыдно, что мне уже поставили ноты. Я ноты не знаю. Ну, не настолько, да. Но было вообще, думаю, я же, вот это все, я же. Я понимала, вот самое обидное, что это обида на себя. Я могла выучить, но я этого не сделала. Это вообще как бы... Это база. Да. И я помню, что я проплакала, выучила эту сонату, в итоге, в конце концов, сдала просто с каким-то горем, так сказать. И после этого я поняла, что мне нужно просто учить сначала наизусть и потом уже выходить в люди. Но самое интересное, что я всегда и ученикам тоже говорю, самое важное — выучить нотами в голове. Если в голове звучит просто музыка, она у меня так и звучала на протяжении музыкалки, уже в музыкальном училище у меня педагог просто не разрешал мне не выучить головой ноты. То есть я сначала не на скрипке ему сдавала произведение, а вот, предположим, мне дали вот это непрерывное движение. Я должна прийти на следующий урок и наизусть ему спеть это. То есть я должна прийти и такая... Си, си, до, до, ра, ра, ми, ми, ра, ра, си, си, соль, соль, си, си. Без нот. Без нот. Я должна прийти и спеть ему их. Именно, не просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, именно си, си, до, до, ра, ра, ми, ми. Потому что если у тебя в голове прошла нота, ты уже не забудешь. Сцена всегда вызывает волнение. Абсолютно всегда нет таких людей, которые не вышли и все классно. Ты по-любому начинаешь себя что-то тормозить. Я сейчас явно что-то забуду, у меня всегда такое есть. Я даже когда выхожу петь, я такая думаю, а как начинается второй куплет? И все, и я его не могу вспомнить. И я помню, что в 10 классе, когда я была в школе, я пела какую-то испанскую песню, а Логачев Шукулер, она была испанская, никто ничего не понимал. Я там на таком выдуманном языке ее допела, это вообще было нечто. Но если ты поешь на крымско-татарском, русском, любом языке, который понимает твоя аудитория, это будет, ну, стрёмно, башланос, да, поэтому... А на скрипке это будет лажа, если ты сыграешь что-то не то. И у меня всегда, вот пока я училась музыкалке, я такого не думала даже. Играет у меня все это в голове, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и все. И ты приходишь, выходишь на сцену, ты уже боишься. По-любому на тебя смотрят все глаза, да. Половине людей вообще это нафиг не надо. Они просто сидят, вот это думают, когда это закончится. Но все равно ты боишься, да. И ты начинаешь играть, и у меня мозг сам начинает меня тормозить. А что будет за следующий палец? Спрашивает меня мозг. И палец уже не помнит. Потому что мышечная память вот эта, она очень зависит от вот этого волнения, потому что волнение сковывает и мышцы тоже. И все, и начинается какое-то непонятно что в руке, если в этот момент мозг не скажет, что за нота. Потому что если он говорит «ре», я сразу понимаю, что это третий палец. И все, и продолжается дальше игра. Поэтому после вот этого того, как меня натренировал мой преподаватель, любые, даже произведения, когда я играю свои уже авторские песни, у меня очень достаточно много именно со скрипкой внутри. У меня в голове всегда идет нота. Абсолютно всегда. Я помню та-та-та-та-та, все, что за ноты мне идут. Потому что без этого ничего не будет. Так. Вот, Белялов Адиль.
Ты его прям ведешь? Да, вот Абдураманов Назим Партириза, Умерова Мерик Петеус, они все мои. Да, так, еще ищу. Не все просто сдали фотки. Зинадина Фамиль, Шамшидина Фамиль, Абкеримов Али мои. А сколько у тебя учеников? 10. У меня 10 моих учеников, но еще я веду ансамбль скрипачей, и ученики Ирины Кремовича тоже ко мне ходят. У меня 2 ансамбля скрипачей. В одном старшем 8 человек, а в среднем 9. Вот. Мне просто интересно, а вдруг здесь открыто? Нет. Но там очень красиво. Вот какая красота. Вот они, кстати, постоянно меняются, рисунки. Я помню, когда я училась, я каждый раз просто обалдевала, такие красивые. Вот наверху они много, вот когда черным рисуют, как это называется? Графика? Графики много. Все сняли, идем дальше. Ну я же звезда у вас, певица. Да. Это, кстати, тоже, по-моему, была эта работа выпускная. Типа эти искусства вида. Классно, да? Я такой человек, во всем вижу красоту, я не могу. Вот. До свидания. Как ты относишься к этому, что, ну, кто-то уехал, кто-то Совершенно остался? спокойно. Честно говоря, я не вижу в этом какой-то проблемы, потому что это 21 век на дворе. Во-первых, люди могут делать что угодно, где угодно. И чтобы кого-то обвинять, ты должен быть в их ситуации. Мы не знаем их ситуацию. Потому что если бы мы были в ней, никто не знает, как бы мы поступили. Поэтому никого не обвиняю. Я сделала свой личный выбор. И наоборот, из того, что, например, у нас сейчас есть связи, да, крымских татар по всему миру, из этого тоже нужно видеть выгоду, да, вот, полезность. Например, если смотреть на историю нашего национального движения, насколько были важны роли диаспор во время железного занавеса, например, да? То есть то, что мы не могли, например, сказать, нам ничего не разрешалось в Советском Союзе, делали диаспоры. И это, безусловно, наша сила. Конечно, в идеале мне бы очень хотелось, чтобы Крым был полон крымскими татарами, но я над этим не властна. Бисмилля. Так, что, кофе, как у вас? Кофе пьют? Да. Ну, я, честно говоря, не очень любитель. Я в день могу одну выпить. Одну литру? Чашку. Одну такую маленькую чашечку. Я больше по чаю. Мне как-то сказали, я занималась крымско-татарской народной вышивкой, и мне сказали, чтобы было хаве вкусное, там у нас кофе-брейк был, да, мы же крымские татары, в конце концов. Хаве никогда нельзя жалеть, тогда оно получается вкусным. А дома вообще есть традиция там варить, что-то родственники, гости приходят? Да. Вообще к вам часто гости приходят? Да. Вот у нас дом такой, тьфу-тьфу-тьфу, очень такой гостеприимный с мужем. Мы каждый у нас выходные, у нас мангал. Опа. Да, мушахкельда. И вот приходят постоянно, то его друзья, то мои, то все вместе, то родственники. И это очень классно, на самом деле, что мужу нравится, что мне. Это очень классно, когда тянет домой, и не только нас. Вот. И это на самом деле еще, знаете, из-за того, что мы оба работаем, порой тяжело сделать какие-то наши национальные блюда мне, да, там я ем раскатать, что-то сделать. Это время требует, а у меня работа и в музыкальной школе, и дома. И как-то, а мангал разжег, все положил, оно приготовилось, с меня только салатики. Очень классно. Ну ты, наверное, еще хвалишь, ой, так вкусно там ты. Конечно. Все мужики в эту ловушку попадают. Но у меня вообще Ахаим очень вкусно готовит, если готовит. Но самой тоже хочется всегда, знаете, вот, ну, любовь, морковь. Хочется вот так самое вкусное сделать, чтобы понравилось, да.
Это очень приятно, когда вот особенно что-нибудь получится у меня очень вкусно. Он очень мне благодарный, даже если не вкусно, он меня поблагодарит. Но если вкусно, он говорит, я готов за это умереть. Он мне говорит, и все. Я такая, ну все хорошо. А я яйца готова жарю, тебе да? готовить. Ну, яйца, кстати, он вкуснее жарит. Я постоянно что-то пропадает у меня это все, я не знаю. Я люблю все пожаренное, а он как-то любит какой-то альденте в этих яйцах, который я не могу поймать. Просто каждый раз он пытается тебе меня как-то подскажу. научить. Да? Хорошо. То я закрываю эту крышку не в то время, то я открываю ее, то я люблю в ней. Короче, каждый раз я жарю так, как мне хочется. А он говорит, опять не то. Но все равно ест. Слушай, а какая семейная традиция, которая была у тебя в твоей семье, ты, ну, с удовольствием свою семью перекочевала? О, это вопрос. Даже не знаю, честно говоря. Ну, подумай, кофе еще варится. Ага. Честно говоря, вот нет каких-то определенных традиций, но вот сам образ жизни как бы такой, да, что мы никогда ничего не скрываем вот друг от друга. И что мне очень нравится, так, я не знаю, как его Ты сейчас вырубить, не про деньги говоришь? просто подниму. Да, просто подними. Ага, хорошо. Так, я до конца практически держу всегда. А так, думаю, хватит. Так, Угу. как-то нужно... А сейчас я его закрою. Давай. сейчас закрыть, его. да? Ага, все хорошо. Всё есть. Мушачок прямо возле меня. Салям алейкум. Вот, и что хочу сказать, у нас что дома было, да, вот что очень важно говорить правду, какая бы она ни была. И мне нравится, что Хаим в этом плане тоже такой. Например, даже в моем творчестве, когда мы встречались, я очень бурно реагировала, если вот я какую-то песню выпущу, он мне никогда не льстит. Вот если ему не понравится, он так мне и скажет. И я помню, как-то я выпустила свою вторую песню, Under the Stars она называлась, тоже на английском. И, короче, она ему не понравилась. И он мне говорит, ну, не мое. Я чуть ли не скандал закатила, мы все тогда встречались. А я говорю, как так? Мы же с тобой встречались. Он говорит, и что? Говорит, это теперь мне должно, говорит, все нравится, что, типа, что ты там написала. В общем, я была в обиде глубокой. А потом как-то я поняла, что это, ну, как бы он меня научил, что каждый человек разный, и каждый имеет право на свой вкус. И не имеет значения, вы с ним вместе, насколько он тебе близок, насколько дорог. У каждого человека должно быть право выбора, да, и на вкус и цвет товарищей нет, так сказать. Поэтому я сейчас очень спокойно к этому отношусь, поэтому критика меня вообще не волнует в плане, я смотрю, да, на конструктивную критику, но если там человек мне говорит, там, ой, что-то не то, что-то не так, я никогда на это не реагирую, потому что, ну, тебе не понравилось, окей, тебе не зашло, мне заходит, например. И вот, например, в новом альбоме мне Таир сразу сказал, вот, например, вот это я не буду слушать, а вот это классное. И мне что самое классное, сейчас поделюсь с вами, он мою песню на Нюхо Хусо поставил себе на звонок. И, блин, это Ай, так... подхалим, подхалим. А он так не делал, понимаете, столько песен уже выпустил, вообще никогда такого не было. У него причем был один звонок на протяжении лет 6. И тут он меняет на мою песню. Ну все, мое сердечко такое, понимаете, оно уже там где-то. Думаю, ну все, хорошо. Поэтому, что мне нравится, он всегда правдив. И это очень важно, потому что у меня, например, с сестрой очень близкие отношения, которая вот моя вторая сестра. Третья, она такая еще, ну, более-менее бала, да, а со второй... Она уже взрослая. И я всегда говорю, что... Я ей даже сама говорю, и мне говорю, я тебя не воспринимаю как сестру. Говорю, ты вот как вторая Диляра, вот вторая часть меня. Получается, вот как бы всегда вот с вами сидит одна часть Диляры, а там вот вторая. Мы с ней чуть ли не идентичны. У нас вкусы совпадают на 90%, книги, фильмы, абсолютно все, да. И вот мысли какие-то, но она всегда у меня такой сдерживающий фактор. Если я такая буйная, я что-нибудь сделала, она всегда мне, она как голос моей совести. Абла, не стоит. Вот так вот. И что хочу сказать, у нас нет никаких секретов друг от друга. И с мужем, вот, да, новая наша семья тоже, вот, никаких секретов. Как бы там неприятно не было, какая-то ситуация, еще что-нибудь, мы всегда ее обсудим. И если какие-то конфликты, никогда они не остаются неразрешенными. То есть ты должен дойти до конца, и правило у нас и в семье такое было, вот дошла, да, наконец до этой традиции, ты не ложишься спать с плохим настроением и с неразрешенной какой-то драмой либо проблемой. Ты сначала это обсудишь, вы выговоритесь, и только тогда ляжете спать с хорошими мыслями на следующий день.
Ну вот, это же с твоей семьи. Да, да. А сколько ему лет? И он на 2 года старше меня. Вот мне 25, ему 27. Общаясь с тобой, вот складывается впечатление, как будто бы ты довольна своей работой, довольна местом, где ты живешь, делом, которым ты занимаешься. Вот в чем секрет вообще? Почему так? Думаю, в волшебстве принятия ситуации. Потому что, когда я училась в музыкальном училище, у меня был сильный юношеский максимализм. И мне казалось, либо я поступлю в консерваторию и достигну небывалых высот, стану всемирной знаменитостью, либо закончу как бомж. У меня не было даже мысли о том, что я могу вернуться домой и пойти работать, как любой нормальный человек, на обычную работу. То есть не было такого. Либо все, либо ничего. Потом, когда у меня не получилось ничего со своей консерваторией, мне осталось только разобраться со своей жизнью, что же мне делать дальше. Я вернулась домой, я поняла, что я все-таки не бомж, да, вот. И как бы мне уже родители сказали, ну, найди нормальную работу, вот и все, какую-то постоянную. И таким образом я, наверное, работала над собой в плане того, чтобы принять, делай то, что можешь, с тем, что ты имеешь, там, где ты есть. И я взяла это во всеоружие и думаю, так, классно, я не уехала из Крыма, я осталась в Крыму. В чем моя сила? В том, что я крымская татарка, и я могу здесь больше сделать для своего народа. Как раз тогда я поступила в КИПУ наше, и во время обучения, вот прям в первый год, я наткнулась на статьи Мирзе Халитовой про крымско-татарскую музыку. Я тогда обалдела, я не знала про наших таких классических композиторов, как Асан Рифатов. Ну, Шерфетинова я, конечно, знала, но про то, что был Абибулла Каври, предположим, да, и остальные, Ильяс Бахшиш, о том, что у нас есть такой пласт классической музыки, да, вот оперные арии, вариации для скрипки и тому подобное. Для меня это было такое открытие, и я тогда уже для себя в первый же год после окончания музыкального училища поняла, что здесь, в Крыму, я могу сделать намного больше. Как бы я начала вытаскивать плюсы отовсюду, где это только есть. Далее, для меня Крым, я была довольно часто за границей, и меня всегда тянуло домой, абсолютно. И я поняла, что это тоже плюс, что я могу быть всегда дома. Это тоже круто. Далее, какие-то мои перспективы в моих личных проектах, например, моих песен и тому подобное. У нас есть очень классный звукорежиссер Осман Джамалединов, с которым я работаю, и он в Крыму. То есть я могу просто поехать к нему, записать все песни, которые пришли мне в голову, которые я придумала, и все. И тем более сейчас, знаете, если, например, в 90-х, либо раньше люди пытались уехать с деревни, потому что там не было перспектив и так далее, сейчас век интернета, и деревня сейчас намного, мне кажется, востребованнее для творческих людей, чем город, который постоянно загоняет нас куда-то. А сейчас получается, что у меня есть абсолютно выход в любую точку мира с интернетом, да, тем более, когда ты ведешь блог, тем более у нас бесперебойный интернет, да, что еще нужно, если раньше мы все с модемами сидели. Вот. И получается, что я в своем хорошем темпе, с людьми, которые меня любят, которые обо мне заботятся, да, вся моя семья, все мои родственники, все здесь. Что еще человеку нужно? И я понимаю, что да, возможно, кому-то хочется повидать мир, мне тоже его хочется повидать. Но я себе всегда говорила, и это не самообман, я всегда хотела бы жить в Крыму. Я бы не хотела жить в другом месте. И то село, в котором я сейчас живу, я его очень люблю. Вот, я это осознаю, когда каждое дерево тебе уже родное. И не знаю, вот я чувствую какую-то, не то что ментальную, вот такая чувственная у меня связь с землей. Вот когда... Это будет, конечно, как-то странно, но вот для меня даже ветер, он дует так по-крымско-татарски, что ли. Для меня это все родное. И поэтому я счастлива этим. Я понимаю, еще когда бывают такие, знаете, моменты, когда то не то, тебе ничего не нравится, я всегда вспоминаю людей, у которых этого нет. Да? И я всегда начинаю вспоминать все свои плюсы, то, что я здорова, здоровы мои родственники. Я ментально здорова, я могу что-то делать с помощью своих знаний, своих умений, и я могу далее развиваться. Что еще тебе нужно? Поэтому я счастлива. Я сейчас напишу одну песню, она меня просто продвинет. Я же гений. Да, с первого раза. Да. А потом я в какой-то момент, у меня, например, есть вот эта третья песня, Passion, на английском. Почему-то не знаю, она мне... был такой момент, я очень такой экспрессивный человек, там, мне сейчас нравится, мне нужно сейчас это сделать. А эту песню я ее записала,
И как-то, а до этого запустила свой альбом на крымско-татарском. Ну, вроде классный, его люди слушают, меня начали звать на радио. И потом как бы у меня остается как бы, да, в запасах вот эта песня. И я такая, а я уже работаю над следующим альбомом. Все, она мне уже не нравится. Я уже перегорела к ней, все. И я ее выпустила, лишь бы выпустить. И у нее самый маленький просмотр на нее. Хотя люди слушают, те, кто там знатоки, например, многие меня даже просили спеть ее на концертах. И я говорю, это вот вам нравится, говорю. А не факт, что всем зайдет, да, потому что мало кто ее слушает. Может, я сделала мало для ее продвижения. Это явно. Я просто один раз ее в сторис репостнула, да. Вот. Но тот момент, что я к ней перегорела. Сейчас, да, я более-менее там возвращаю ее, как-то слушаю, но я помню тот момент. Поэтому, например, после этого я выпускала 2 своих сингла «Сыджах» и «Алев». И я тогда их максимально быстро выпускала. Я помню, что я поехала к Осману, записала. Он мне буквально через пару недель скинул окончательный вариант. Я сразу его загрузила и выпустила, чтобы я не успела перегореть к песням. Вот у меня такое было. Но потом, вместе с этим альбомом, да, был такой момент, что у нас был промежуток достаточно большой в разрыве над работой над альбомом. И я себе сказала, Диляр, остановись. Например, мировые звезды, они пишут по 4 года свои альбомы. Они же как-то держатся, не перенагреваются ими, да, вот, не переживают их. И выходит потом альбом через 4 года, и нормально. Например, они начинали там в 16 году, его в 20-м выпустили, и он нормально, круто звучит для 20-го года. Значит, все нормально. И я вообще не жалею, что так и произошло, потому что мы с Османом начали работу над альбомом в сентябре прошлого года, в 22-м, а закончили в июне 23-го. И вот в июне 23-го мы с ним столько новых штрихов добавили. То есть и он успел отдохнуть от этой музыки, и я. И появилось столько новых идей, и мне очень нравится, как сейчас вышел этот альбом. Если я не забуду слова, я что-то думаю, может, «Сыджах» спеть? Она такая, я же ее посвящала своему мужу. Вот. Она такая любовная, так сказать. И я ее выпустила в день его рождения в 21 году. Значит, второй куплет будет. Мен сыджах кетірдім сана, халқымның қалбінен сыджағы, о сөнмейді яна, янғандай дедімнің ocағы. Мен сыджах кетірдім сана, дағылсын көкінден бұлытлар, сыджақлық исінен бақмана, сыджақлық sevgenin бұрысым. Сау. Ой, я что говорю? Алла разы olsun. Вот это я даю после еды. Могли бы и покормить, да?